В данную школу я пошел в 1 класс, 11 класс тоже окончил в этой школе. В 2012 году здесь начал свою трудовую деятельность в качестве учителя физики и информатики. Здесь полвека своей жизни посвятили моей бабушке с дедушкой, который является для меня примером в профессии. Школа наша небольшая, учатся 140 детей, школа имеет 153-летнюю историю. Из-за регулярных подтоплений село Кыллах было перенесено на правый берег реки Лена, в село Даппарай. В связи с этим в 2010 году на новом месте было построено новое современное двухэтажное здание школы. С 2020 года школа носит имя земляка, одного из основателей государственности Якутии, наркома промышленности и торговли Якутской ССР Андрея Лаврентьевича Бахсырова. Это ответственность, потому что за все, что происходит в школе, лично отвечает сам директор. Во-вторых, быть директором – это уникальная возможность претворить в жизнь свои видения о том, какой должна быть школа. Многие считают меня позитивным, добрым, не строгим. Наверное, так и есть. Я не могу быть другим. Строгому директору сложно будет подойти и что-то спросить, а кабинет мой всегда открыт, да и уроки информатики продолжаю вести. В своей директорской работе стараюсь придерживаться демократического стиля. Заранее стараюсь согласовывать те или иные решения. Ценю в людях умение постоянно учиться, доверительные отношения друг к другу, ответственность к порученному делу, самостоятельность, уважение к иному мнению. Это проблема низкого качества образования по общеобразовательным предметам. В качестве одного из инструментов мы видим в реализации образовательного потенциала цифровых технологий. И наша школа уже 2 года носит статус республиканской инновационной площадки по реализации модели цифрового образования. И с прошлого года в нашей школе реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда». За 9 лет работы в школе я принял участие во многих профессиональных конкурсах. С этими конкурсами прошло мое взросление в профессии. Поэтому конкурс «Директор года» я рассматриваю как очередной вызов и очередную ступеньку в своем профессиональном пути, где можно, как говорится, сверить часы, подвести промежуточные итоги, научиться чему-то новому и поделиться опытом с коллегами по цеху.